Как говорил мой друг Чатур Таманг, доброе утро! Ночь была, конечно, не очень приятная. Опытный Валерка воспользовался сеткой энцефалитки. А мы вон с Серегой хапнули лихо. Да, Серега? Ага. Все, как тебе комардосы сегодня покушали? Расскажи. Ну, они меня поели. Надеюсь, им понравилось. Хотя бы единственный позитив найти в том, что покормили комаров, осуществили на практике круговорот в природе. В природе. А вот хитрый Валерка хвастается своей энцефалиткой. Опыт прежде всего. Ну, а если серьезно, настроение бодрое. Ближе к утру мы смогли уснуть, комаров стало поменьше. И, правда, проспали уже практически полдень. Но продолжаем движение. Да, Валер? Сейчас какой у нас план? Ну, сейчас также вниз по речке, по нашему ключу, чтобы дойти на более серьезную речку. На более, так называемую, на более большую дорогу. Да? А потом уже вниз и глядишь, на что-то наткнемся. По мере движения мы прошли болото, березняки и кустарник. В очередной раз Валера показал превосходство опыта над технологиями. Даже в Гортекс носках нам было не так комфортно, как ему в обычных портянках. Я и в кроссовках, и в сапогах, когда в походы иду, портянки надеваю. Получается, у меня здесь сейчас мокро, да, отсырело. Сейчас выйду на сухое, с этого, и вот сухую часть портянки вяжу уже непосредственно на ногу, тогда получается у меня опять-таки сухо, а вот та часть, которая мокрая, она у меня сверху будет, она высохнет. Но уже через пару часов мокрые ноги были вознаграждены видом долгожданной речки. Итак, друзья, это речка Кенкеме. Одна из красивейших малых рек республики Саха-Якутия. Сейчас она достаточно полноводная. О, слушай, тут глубоко, оказывается. Да. И совет. Воды надо всегда бояться. Таких больших не надо стараться там вплавь. Мы же не знаем, что в той стороне что-то есть, да? Не надо пытаться вплавь туда переправиться, там по самодельному мосту. Потому что безопасность прежде всего. Даже сейчас мы вот будем переходить ключ, да, по которому мы спустились. Вот пустили нашего ключа, да? Видите, вот оттуда мы спустились вот к самой речке, к большой воде. Даже мы сейчас вот этот переходить на ту сторону будем, мы будем аккуратно и в наиболее безопасном месте. Теперь наш ориентир и дорога река с красивым названием Кенкеме. Кстати, есть версия, что название монгольское Хенхерме, это значит промоина или большой ручей. На берегу речки мы не были первыми. Незадолго до нас к воде выходил Сахатый. Что это? След, да? Ага. Валера, а сейчас Сахатый вообще насколько опасен? Сейчас Сахатый особо не опасен. Это не время его гона. Сейчас лосиха с теленком в данное время. Что еще можно сказать? Он быстрее спрячется, чем мы его заметим, да? Сам так отстранится. Это же не осень. Сахатый опасен осенью, когда у него гон идет. Вот тогда-то там опаснее медведя, говорят. Когда идешь вдоль реки, тем более такой крупной, как Кенкеме, рано или поздно встречаешься с цивилизацией или хотя бы с ее следами. Нам повезло, мы нашли целое заброшенное стойбище оленеводов. Вот. Жили тут долго, оказывается. Смотри, да. Дрова рубили. Да, дрова рубили. Значит, избушка должна быть. Мосточек своеобразный. А это что, туалет такой здоровый? Смотрим. Амбарчик, ледник может быть. Что еще? А вот и избушечка. О, yes. Да. Можно сказать, крупно повезло, да? Вот сколько всего материалов. От дождя можно укрыться. Дров сухих. Дров сухих. Ну что ж, заглянем в избушку. Погодь, надо это, в окошке. Дверь заперта с наружной стороны. А вдруг он через потолок пролез?
и провалился вовнутрь. Вот. Безопасность прежде всего. Просто может быть, что в избушке уже кто-то обитает, кто в теремочке живет, и просто в целях безопасности надо обязательно туда заглянуть. Чисто. Оба-на. О, это макарон. А это что это? Это или алебастер, или мука. Ну, скорее всего, мука, если все повесили, да, вот так, чтобы мыши не достали. Вообще это традиция во всех. Тут еще я не удивлюсь, если вот тут соль есть, какие-то приправы, даже лук, но лук уже прокисший. У нас есть шанс поесть наконец-то. Ну да, кстати, вот, давайте. Спички, видите, совсем полный коробок. Вот все это традиция якутских охотников, вообще считается обязательным даже, не какой-то рекомендацией, чтобы в таких избушках был минимальный запас продуктов. Была вот, смотрите, вот даже здесь, да, минимальная растопка. Потому что вот в эту избушку может прийти просто обессиленный человек, которому будет необходимо как-то продержаться тут же, чтобы все было сразу и сейчас. То есть, чтобы он как можно быстрее мог растопить себе печку, приготовить пищу. О. Мука? Нам повезло, мука. Нам повезло то, что у нас макароны есть и мука. А что мы можем сделать из макаронов и муки? Ну, макароны отварить. Ну да, понятно, ага. А из муки можно сделать оладьи. Ну как-то у нас масла нету, да? И здесь тоже, по-моему, масла не видать. Мы просто можем сделать пресные лепешки. Дело в том, что в якутской тайге, именно в якутской тайге, она красивая, дикая, но выжить в ней достаточно трудно. Даже в сезонные летние, осенние сезон, конец лета, начало осени, недостаточно плодородная, так скажем. Да, то есть... Очень трудно добыть пищу. И вот такая вот избушка, это на самом деле вот как раз кладезь. То есть в тайге именно обнаружить еду, обнаружить кров, одежду и дополнительные, скажем так, аксессуары к выживанию именно здесь, в подобных избушках. Вот кастрюля, она целая, и я думаю, она отлично подойдет нам, чтобы отварить макароны. Я жестянку нашел. Ага. Типа это, как говорится, голь на выдумку хитра, да? Ага. Там можно и тесто сделать, и в нем же можно и Пожарить. лепешкой сделать. Давай я принесу воды пока. Вы тут начинаете уже, да? Ну, мне нужна вода пить. Соль. А по нас, кстати, как у тебя аппетит-то есть? Ну, аппетит у меня зверский. Я уверен, что даже эти пресные лепешки покажутся мне чем-то божественным, потому что голод – это лучшая приправа. Перед тем, как сварганить лепешки, надо хорошенько вымыть руки. Что я вот сделал. Кстати, да, Валерий, вот насколько бы человек усталым не был, он все равно должен соблюдать гигиену все-таки, да? Соблюдать гигиену — это тоже обезопасить себя, получается. Безопасность мы не соблюдаем при ходьбе, безопасность при обращении с огнем, да? И мы также должны вот эту безопасность соблюдать и по отношению к своему здоровью, гигиены. Конечно, действительно, выживание может закончиться не начавшись, если вы, допустим, не помыв руки, у вас будет дизентерия, и она вас убьет просто в считанные дни, потому что в лесу, в отдалении от цивилизации, просто любое маломальски, скажем, серьезное расстройство желудка, либо простуда, они вас просто убьют. Чисто все делается на глаз. Это сода, хорошо, что сода, если
размягчает. И импровизированной нашей ложечкой. Пол ложечки соды. Еще чуть-чуть добавим. Для мягкости и для опухания. Так. Раствор чуть-чуть перемешиваем. Чтобы растворилось у нас. Все с замиранием сердца ждут. Ждут лепешек. Программа Ну. «Смак» отдыхает просто. Месить тесто. У нас миски нету, сковородки нету, благо вот такой вот жестянку вот такую чистую нашли, да? Зыкали они свежие. Ну, Такое. готовить будем прямо в этой же жестянке. Вот, собственно, и идет процесс приготовления лепешки. В экстренном варианте. Вот. И огонь у нас должен быть не такой сильный. Пешки у нас не должны жариться, а Доски тут висят уже. должны печься. То есть такие угли должны быть. Не должно быть пламени, да, отсюда? Ага. Как на шашлыки, в общем. Да. Ну, у шашлыков жар еще больше. А здесь мы не жарим лепешку, а печем. Для вас вот уже готово, да? А, и вот уже непосредственно на углях, да? Нет, потом. Уже она самостоятельно себя держит, вот, видишь? Ага. Ага, чуть-чуть. Вот так То делаем. есть она достаточно твердая, чтобы ее вот так вот упереть. Да, стоять. Сейчас мы его типа экранчика сделаем, чтобы он еще как бы духовке был. Ну, это все-таки на открытом воздухе его делаем. А так все это делается в помещении, в избушке, в этом. Ну, принцип приготовления лепешки ясен, поэтому, наверное, камеру включим после того, как мы начнем ее дегустировать. Так, ну, лепешка готова, давайте наконец кушать уже. Лепешка готова. Макароны вот ребята отварили. Все. Пора трапезничать. Да, давай, я уже не терпится попробовать эту фантастическую лепешку. Смотри, Смотри. полностью отварилась. Полностью отварилась, никаких этих. Да, тут, если она не доварилась, тут Прослойка теста. прослойка теста будет, а она полностью отварилась. Ну, Так, мы выдержали полностью Всю технологию. всю технологию, Вот видите. дали ей нормально остыть. Вот. Запах пресный. Запах Действительно. пресный, да, вот как маца, да? Так и да. Ну, в принципе, наверное, стоит отметить, что вот мы здесь очень в комфортных условиях, здесь безопасно, здесь сухо, здесь есть печка, которую можно раскочегарить, у нас есть минимальный запас провизии, мы могли бы, в принципе, протянуть абсолютно комфортно здесь до прибытия спасателей. Мама, Да? вы давно не ели? О, а что за жибы? А ты как думал? Сахалэ лепеська. Да, натуральная сахалын лепешка, без всяких. Я, честно, не знаю технологию. У меня жена готовит сахалын лепешка, но я рецепта не знаю. Просто я прихожу и ем. Но она, оказывается, вон, соль, сода, мука. Такую же дома запросто можно делать. Да. И сметану макаешь, сахар окунашь. Ой, не говори про сметану и сахар сейчас. Ну, Простой в исполнении, а значит диетический. диетический. Кстати, мы сделали это без масла, и вы все это прекрасно видели. Так что, диетическое блюдо. Мини-гастик, ага, да. Приятного нам аппетита. Да. Ну что, спасибо этому дому, пойдем дальше. Ты, Ну, Валера, сейчас как хочешь. Ну, любой к этой избушке, вот к этому стойбищу, да, ведет дорога, должна вести дорога. Я попытаюсь найти дорогу. Валерий, вот тебе камера. Ты будешь фиксировать все, что увидишь по дороге. Хорошо. Будешь также интересно рассказывать и познавательно. Ну а мы попробуем приобретенные знания с тобой по дороге от начала нашего путешествия применить Также на следовать нашем по- следующем пути вдоль реки. Ну да, сейчас мы
только что прошли вдоль реки, точно так же, просто уже без Валеры самостоятельно попробуем это. Да. Ну все, Валера, увидимся на На трассе. опыте, на собственном опыте, да? Ну ладно, я вот эту штуку включаю. Все правильно. И сюда нажимаю. Ага. Ну ладно, ребята. Все, давай. Так. Куда мы ходили за водой? Мы за водой ходили. Вот тропинка вышла от избушки. И мы следуем вот по хорошо натоптанной тропинке. Это уже, как говорится, дорога. Она должна вывести нас к дороге, по которой ездят автомобили, трактора, ну, проселочные дороги. Вот смотрите, река делает серьезный поворот. И если мы будем каждый поворот вот так вот огибать, мы затратим на это очень-очень много времени. Ведь так? Определенно так, потому что от начальной до конечной точки, может быть там километра 2, по берегу реки мы можем потратить чуть ли не в десятки раз больше Да, времени. а можно, если это можно вот через этот полуостров, допустим, напрямки срезать. Мы попробуем это проделать где-нибудь там ближе к цивилизации. Вот моя тропинка выводит. И точно я вышел на проселочную дорогу. И по следам отчетливо видно, что тут ездят довольно-таки часто. Ага, вот следы, и свежие следы есть, и старые. Сейчас я вам расскажу о слышимости звука, да? Например, выстрел, оружейный выстрел слышится на 3,5 километра. Вот так, на дальность 3,5 километра. Так, рокот работающего трактора слышится до 10 километров. Это не прерываемый, не прекращающийся звук, поэтому он передается вот на такое довольно-таки большое расстояние. Также пароходный гудок, паровозный гудок, он тоже слышится на 7-10 километров. Автомобильный сигнал, да? Автомобили сигналят, но это короткий звук, но тоже довольно-таки на 2-3 километра на слышимость идет. Крик человека, ну вот крик, позывной крик о помощи, он слышимость на километр и на 1,5 километра. А также вот лай собак, там ржание лошадей, это слышится до 2-3 километра. Вот. И плюс надо учитывать то, что в дневное время, да, воздух вот теплый, поэтому звук более хуже передается. А вот утренние сумерки или вечерние сумерки, в ночь звук, расстояние, на которое передается звук, намного больше становится. Вот, видите, вон впереди ельник. Он, скорее всего, говорит о том, что там река и находится, сделала поворот. Поэтому мы можем даже еще немного срезать. Вот поподробнее аппарат. Ну, Там знатока сказал, но может некоторые не знают. Ну, действительно, ладно. Многие наверняка знают, но Просто вот для тех, кто не знает. ели, да, вот высокие, растут вдоль реки, как правило. И, допустим, если идет кустарник или сосняк, а потом вдали вы видите высокие ели, стоящие рядком, это вполне может быть рекой. Вот, далее продолжаю свой путь по дороге, которую нашел. И уже слышно, да, что я, по-моему, приближаюсь к шоссе или к автостраде какой-то. Тут есть простой способ, да, услышать на далекие расстояния вот, отчетливо, чтобы что-то услышать, да. Тебе, например, кажется, что где-то вдалеке машина, сигнал машины или где-то машина гудит, ну, звук двигателя. Вот так приложите ухо, да, ладонь к уху вот так. И типа рупора вот так сделайте. Звук в 2 раза больше слышится. Можно оба уха,
двумя руками вот так типа чебурашки сделать, и ты намного на дальнее расстояние можешь звук услышать отчетливее. Друзья, мы это сделали. Мы срезали значительный участок реки Кенкеме. Если бы мы шли вдоль поворота, это заняло бы гораздо больше времени. 20, может, сэкономили. Здесь буквально сколько, несколько минут прошло. Не, ну не 20 минут, но побольше. Ага. Ну давай, сейчас. пойдем тем же макаром. Ага. Опять будем ориентироваться на ельник, на кусты. Вот, наконец-то я вышел на дорогу. Это, по-моему, да, это шоссе. Вышел на действующее шоссе. А ребята мои шли по берегу. Они тоже, судя по тому, как располагается шоссе, оно должно пересекать ту речку, по берегу которого пошли ребята. Тут, видимо, ручей был. Да. Или хрен его знает, просто разлом. Размыло, может быть. Ну, кстати, здесь впереди Оба-на. уже трасса Все. Ну, оказалась. мы пошли, осталось еще чуть-чуть. Могу поздравить тебя с первым успешным Самоспасением. самоспасением. Дай пожму твою мужественную руку. А я твою. Ага. Ну, что мы можем сказать в итоге? Давай сделаем такой эпик селфи, пока мы на природе, а не где-то. Да, ну сколько времени у нас примерно понадобилось на самоспасение? Около 1,5 суток почти. Ну, где-то так. Учитывая, сейчас уже вечер, счастливых часов не наблюдает. Но уже вечер. Начали мы вчера утром. То бишь 1,5 суток мы занимались вот этими вот делами. Но в целом вот этот конечный отрезок мы прошли достаточно резво. Час был, нет? Да, где-то так. Были передышки и так далее. Мы всего не показали, потому что у нас ограниченный Аккумулятор. ресурс. Да, аккумулятор. Он нам про себя напоминает. Так что давай пойдем к Валере и уже Там подведем уже итоги. Вот и ребята нашли. Ну, скажем, стоит все потому, что по реке идти долго, да? Да все потому, что по реке идти долго. Я буквально метрах 200 шел по тропинке и наткнулся на проселочную дорогу. Да? Это старая дорога, по которой старая деляна была, да? По которой вытаскивали лес. И по этой дороге я вышел на трассу. Здравствуйте. Hadi kallen Gel. Ну что, подведем итоги, наверное? Ну, подведем итоги. В этом выпуске мы на самом деле рассказали очень мало что касаемо выживания. Потому что это очень обширная тема, и она может растянуться на многие-многие выпуски. Валерий? Ну, в следующих выпусках надо будет рассказать, что о полезности собирательства, да? Что я вижу, то те вещи, которые будут необходимы нам при выживании, я все это должен собирать. А куда собирать? Наглядно покажем изготовление сумки, рюкзака, поняшки. Так вот. Ну, а в следующем выпуске мы вам обещаем, что тоже будет выживание гораздо более интересное, потому что там будет техника, там будут вездеходы, там будут квадроциклы, вездеходные мотоциклы, беспилотники. В общем, все самое брутальное и интересное. И, конечно, лучшие парни. Увидимся через сколько? Через пару недель.